Как вы доехали? Ну вот. Ну, пойдемте в библиотеку. Здесь все рядышком у нас, шаговой доступности. Ребята сразу ко мне приезжайте. И вот мы с парома сегодня в 4 утра, как только переехали в паром, вот, ехали, мы только посчитали, где-то 16 часов, если не ошибаюсь. Вот. Ну, в одном месте вот как раз перед асфальтом застряли, вытаскивали машину, вот толкали. Вот, поэтому, в принципе, могли бы еще на пару часов раньше приехать. Вот мы знаем, что вот был у нас юбилей. Кому вы хотите? Не знаю, как вы опоздали, поэтому все равно разрешите вручить и пожелать библиотеке процветания. Мы видим, что у вас очень уютно, тепло. Спасибо. И спасибо, что вы нас приняли и помогли показать и рассказать. Спасибо. Спасибо большое. И остальные. Мы от своего лица хотим вас поприветствовать в нашем городе и подарить вам книги, которые изданы к юбилейным датам. Спасибо. Сюда смотрим. Ну, а я продолжу сейчас традицию тогда обмена подарками нашего города и музея. Мы хотим вам передать наши открыточки, где проект, где город, который в сердце, потому что мы город наш очень сильно любим. И вот здесь вы, просмотрев и почитав, увидите, какой наш город был и какой наш город стал. Это вам. А эта книга, она немножко пересекается с вашими исследованиями о нефти. Это наш краевед. Он, к сожалению, сегодня не смог прийти, потому что он достаточно пожилой и плохо себя чувствует, но передавал вам огромный привет и сожаление о том, что не может присутствовать лично. Это его книга. Книга «Нефть Северного Сахалина». Историю, конечно, мы в этой книге берем с 28 года, но она намного глубже, поэтому вот мы вам передаем. Спасибо. Спасибо вам. Нам очень интересно. Во-первых, раз уже начали про нефть, вернее, тут про нефть прозвучало, вот вам от Сахалинморнефтегаза, как бы перекликаясь, ваш, значит, якутский земляк Филипп Павлов в свое время привез отсюда нефть куда-то туда, а теперь вы повезете нашу нефть, это уже шельфовая нефть, то есть из новых месторождений, которая у нас на шельфе добывается, вот, самая настоящая, из скважины. Сказала, у нас такой музей нет. Да, вот номер скважины написано, название месторождения Адапту-море. Вот самая настоящая нефть. Спасибо. Вот вам подарок. Я вам потом упакую, я специально там Что можно привезти из Сахалина? Да, это память. Красиво, да. Да, это вот еще не все. Здесь вот еще тоже от Сахалинморнефтегаза календари специально, называется «Природа нефти», но я их замотала уже в дорогу, и поэтому они немножко не... Спасибо. Но это еще не все, подожди. Так. Еще. От себя лично хотел подарить свою авторскую книгу с фотографиями и стихами. То есть я тут занимаюсь тоже там немножко этими всеми делами. Да, Немножко. Не надо так Книжка молодец. Так, и от моего друга-фотографа, он живет в Долинске, занимается фотографией. И вот такая вот книга у него вышла в этом году. Сахалин. Здесь вот вы прямо все посмотрите. Вот, это вот мой друг, хороший знакомый. Давайте задокументируем. Владимир Дейкин. Вот сюда смотрим. Владимир Дейкин. Вот. Можно сказать, Так, что он вам лично подарил. Да. Так, переверните, что она черная. Думает, подумает, Черная. что-нибудь не так. Есть название скважины. Все. Спасибо. Спасибо. Это вот, да. Вам, значит, спасибо. Еще
еще какую хотела вещь сказать? Ну, еще вот Да, давай. момент. На нефть? Вчера Эй, практически, здорово. Ой, немного замечательно. напомнила нефть, не нефтью, а алмазами. Только, короче, я приеду к вам на столетие в Якутию, и вы мне заполните. Ловлю вас на слове. Запечатлите, пожалуйста, и Людмила развитие Григорьевна, член РГО, это уже не корпоративное послание. Да, это я должна наполнить алмазами Якутии и привести в Аху на развитие нашего района. Я еще хотела что сказать. Я учусь играть, вот у меня есть хомус якутский. Да. Я почему вас спрашивала, кто-нибудь у вас играет? Все умеют. Я просто не знала, что вы сегодня приедете. У меня сегодня день был очень такой занятый в поездках. Я не взяла с собой этот хомус якутский, вашего якутского известного мастера Эдуарда Тарабукина. Вы, наверное, знаете, знаю, да, да. Эдуард Эдуардович, это младший, да? Одну якутскую песню, наверное, якутские песни вы слышите не часто. Вот коснулись экологии, да? Конечно, наша природа очень хрупкая, как и ваша. Поэтому сейчас очень остро стоит вопрос экологии. Здоровье наше в большей степени зависит от экологии. И я как медик тоже вот сторонник этого движения. Осенью я вот в отпуске пробовал в этом Алдане, где золото добывают. Там был полностью весь ландшафт разрушенный, переворошенный, как лунный этот ландшафт стал. И золотари вообще не планируют даже восстанавливать это. Гонка за золотом, гонка за золотом. Реки засоряются. Да, реки, это, дичь уходит, местное вот коренное население эвенки, они численность уменьшается, ассимиляция поглощает. Это очень трагедия, очень катастрофа планетарная, я считаю. И вот это все надо восстанавливать. И песня называется у нас «Подснежники». Это самый первый цветок после долгой-долгой нудной зимы, холодной зимы. И он волнует всех нас. Этой песне 62 года, он мой ровесник. И притом эту песню написал мой односельчанин. Поэтому, послушайте.